Молися за нас,
молися за нас, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, молися за нас, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовная, молися за нас, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, молися за нас, ружа мистычная, молися за нас, бежа Давидова, молися за нас, бежа с кости слоновой, молися за нас, золотых доме, молися за нас, ковчег заповеду, молися за нас, брама небесная, молися за нас, зорка ранешняя, молися за нас, воздоровление хворых, молися за нас, притула грешных, молися за нас, сутяжаница заслуженных, молися за нас, пустомола христиана, молися за нас, королева ангела, молися за нас, королева патриарха, молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева веровызнавцев, молися за нас, королева Анна, молися за нас, королева всех святых, молися за нас, королева без греху вечного благозачатая, молися за нас, королева невозятая, молися за нас, королева ужаса святого, молися за нас, королева семья, молися за нас, королева Сергийского ордена, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева Белоруссии, молися за нас, баранку Божий, яви горишь на себе братья свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, яви горишь на себе братья свету, выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане, баранку Божий, яви горишь на себе братья свету, смилуйся над нами, смилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, касайся моего Святым Христом, мой
Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославление заступництва наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоя Богородица, Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас давай. памятай, наисвятейшая Панна Мария, что николи не сдавалась, как покинула того, кто на Тебе утекает, Тебе на допомогу клича, Твои опеки просит. Гэтым довером наткнёны на Тебе, о Панна, над Паннами и Мати нашей гнуся, на Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погоржай словами моими, но не почуй их ласкаво и прислухай. Аминь. Молитва святого Архангела Михаила. Святой Архангел Михаил, бережи нас в узнавании, будь нам обороной, супротив и властно злого духа. Покорно прочь, не дай нужничать Пан Бог, а Ты, княже войско небесное, могутностью Божией скинь. Таємницю сакрамента успраємо щиро всім, тратить старое право, мовчого замовет, що нам розумне улажить, свято віри. Боже, Ты наисвятейшим сакраменте покинул нам вспомнить свои муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые требницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували себе днем Твоего откупления, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Хай будет жесть и хвала, и прославление Иисусу честь и подяка.
Wami. I z duchem Twoim. Drogie się prywitanie do naszej świętej mszy. Сегодня почуем слово Иисуса, который звертается до своих учнів, кажучи, що не може бути слуга більшим своего Пана. И этим Паном для всех нас является Иисус Христос. Паном, якому ми покликані довіряти, якому ми покликані складати пошану, надавати пошану. Сьогодні так само з цієї святої мши молимося об здоров'ї, потрібних ласках для Валерії з нагоди дня народження. Так само пам'ятаємо в наших молитвах про щодо здоров'я для Олега, хворого коронавірусом. Как мы могли годно скласть на святейшую вяру, перепросим Бога за наши грехи. Сподадаемся Богу Всемогутному и вам, дорогие сестры, что сгрешили олени, думаю, словом, ужимком и залеганием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, в цудовной справе откупления дал человечей натуры годность вышедшую, чем подчас творения. Разведуй невымолвную таємницю Твоей любовью, дари вечной лаской и благословением всех Ты, кого Ты отрадил в сакраменте просту, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарь в едности Духа Святого, Бог разруши веки вечные. Аминь. Читание книги Деял апостолов. Коли Павел и те, кто был с ним, отплыли с Пафоса, прибыли у Перге, что у Памфилии. Алиян отлучился от них и вернулся в Иерусалим. Яны ж пройшли Перге и прибыли у Антиохию Писидийскую. И у субботу увошли в синагогу и сели. После читания закону и пророков, керівники синагоги подстали до них, кажучи: «Браты, коли маете некое слово заохочивание для народа, скажите». Тады Павел устал и дал знак рукою и сказал: «Мужи Израиля и те, кто боится Бога, слухайте. Бог этого израильского народа выбрал отцов наших и узвысил народ подчас находжения в земле египетской, и узнятую рукою вывел их с Яира. И коля 40 годов терпел их звычай на пустыне, и знищил всем народов у земли Ханаанской, дал им спадщину землю ихнюю после 450 годов. И потом дал им суддів аж до пророка Самуэля. Затем попросили короля, и Бог дал им Саула, сына Киша, мужа с поколения Беньямина, на 40 годов. И после этого призначил Давида королем ихним, про якого и сказал, засвідчивши: «Я знайшов Давида, сина Єсея, мужа по серцю моєму, який виконає усі жадання мої».
З ягоного потомства паводле обетцания Бог вывел для Израиля спасу Иисуса. Перед ягоным прыстем Иоанн проповедовал хрост покаяния усему израильскому народу. Под конец своей деятельности Иоанн сказал: «Я не з'являюся тим, ким ви лічите мені, але ось за мною іде той, кому я не варто розв'язати сандалі на ногах». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бог сказал навеки заснована будет милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Знайшов Давида слугу моего, я намастил его моим святым олеем. Рука моцы моей завсёды будет з ним, и плечо мое его подтримає. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Зим моя верность и ласка, у моей имени узвеличена явность, и он будет кликать мне ты, мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус Христос, верный свет, как бесшародный сирот помилуй. Ты полюбил нас и смыл грехи наши, я с Твоей кровью. Пан з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Іоанна. Хвала Тебе, Пане. Коли Иисус обмыл учням многим, сказал им: «Соправды, соправды кажу вам, слуга не больше за своего господара, и посланец не больше за того, кто послал его. Коли это ведаете и чините так, вы счастливы. Не про всех кажу, не про всех вас кажу. Я ведаю, кого обрал, але как сбылось Писание, кто есть со мной хлеб, поднял на меня свою пяту. Теперь, прежде чем это станется, кажу вам, как коли станется, вы поверили, что это я. Соправды, соправды кажу вам, кто приймає того, кого я пошлю, мені приймає, а хто мені приймає, приймає того, хто послав мене. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогі, так як на початку я сказав, у службі уводить на Святої Мши, і сьогодні, звертаючись до своїх учнів, говорить, що слуга не більше за свого господара, посланец не больше за того, кто послал его.
Але яшчэ апроч гэтых слоў адзін сказ, які надае сэнс вось гэтаму пасланню, гэтай фразе прамовы Ісус Христос. І гэты сказ прамаўляе святы Ян, евангеліст, він каже, калі Jesús абмыў вучням ногі, тады гэта сказаў, што сапраўды кажу вам, слуга не больш за свайго гаспадара. І што Jesús меў на ўвазе, кажучы вось гэтыя словы? Першае, гэта тое, што Jesús, напэўна, разумеў тую сітуацыю, у якой ён знаходзіцца. Ведаў таксама пра план Юды Іскарыёта, які запланаваў яго здрадзіць, які падняў на яго сваю пяту, так гаворыць евангеліст. І Jesús гаворыць гэта для таго, каб перад тым, чым гэта сталася, каб вы паверылі, што гэта я. І сэнс, канешне, глыбейшы ў тым, што Jesús, выказваючы вось гэтыя, гаворачы гэтыя словы, што слуга не можа быць больш за свайго гаспадара, маюць на мэце паказаць вучням, што толькі ён з'яўляецца, толькі Jesús, ён з'яўляецца для іх настаўнікам. Толькі тыя, хто пасланы ад Яго, толькі ён можа быць для іх лідарам, толькі ён для іх можа быць тым, каму яны могуць даверыцца. Калі адбываецца іншае, калі чалавек пачынае ствараць сабе іншых ідалаў, калі чалавек пачынае пераварочваць свет нагамі, то заканчваецца ўсё так, як у гісторыі Юды Іскарыёта. Jesús гаварыў гэта яшчэ раней, каб паказаць, як гэта станецца. Вячэрніку, калі разам быў са сваімі вучнямі, перад апошняй вячэрняй, перад смерцю. І, канешне ж, сапраўды мы зараз, гледзячы на гісторыю сённяшняга свету, таксама разумеем, што цывілізацыя, якая ставіць рэчы, якія павінны быць на апошнім месцы, увогуле не павінны быць у грамадстве, пачынае выміраць. Пачынаюць рабіцца розныя рэчы, якія вядуць да дэградацыі, а таксама вядуць да смерці. І чымсьці, чаго нам, хрысціянам, заўсёды варта баяцца, і пра што гаворыць Jesús, гэта грэх. Гэта грэх, які пераварочвае свет з ног на галаву. Грэх, які ставіць чалавека перад Богом. Грэх, які нішчыць аўтарытэт, якім з'яўляецца Бог. І тады адбываюцца рэчы, над якімі чалавек не мае ўлады, таму што ён сам сабе стварыў і зараз павінен пажынаць гэтага плады. Jesús гаворыць таксама такія словы, важныя словы, таму што заўсёды, калі Jesús гаворыць важныя словы, які хоча падкрэсліць асаблівым чынам, гаворыць сапраўды кажу вам. Хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае. Хто мяне прымае таго, хто паслаў мяне. І гэтымі словамі Jesús паказвае, што немагчыма быць пасланым праз Бога без даверу Яму. Немагчыма ствараць супольнасць любові, немагчыма будаваць хрысціянскіх каштоўнасцяў без таго аўтарытэту на першае месца, які ёсць Бог. Jesús праз гэтае прароцтва, пазней праз сваю смерць і воскресенне паказаў гэта на сваім прыкладзе. Паказаў гэта на прыкладзе таксама Юды Іскарыёта. Паказаў, да чаго вядзе грэх, да чаго вядзе тая сітуацыя, калі чалавек хоча быць вышэй за свайго пана, калі чалавек хоча быць вышэй за свайго гаспадара. Таму няхай сённяшняе Божае Слова нас умацоўвае тым, каб мы вучыліся яшчэ больш давяраць Богу, яшчэ больш давяраць Хрысту, які з'яўляецца нашым панам, гаспадаром, тым, хто нас таксама пасылае для таго, каб мы маглі
Да Бога нашего Пана, и Ты стал судьбою, как наблизить нас для себе, увеличил вдячностью нашей просьбы. Молимся за Святый Костел, aby on dawał światu przykład bezkorыстного и ofiarnego служения Богу. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, как Пан подтримливал его своей лаской подчас выпробования. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, как они свидетели своим житьем об том, что обещают. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за tych, кто блукает далеко от Бога, как они отгукнулись на голос Христа, доброго пастора, який их шукає. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка вибирає свій життєвий шлях, как мали отвагу отказать на Божие покликание. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о здоровье и потребных ласках для Валерия с нагоды дня народжения. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о ласке здоровья и Божьем благословении для Олега. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за очисту працовников службы охоты здоровья, просячи, как Пан Бог подтримливал их у штоденной праці. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой евхаристичной супольности, как святкование пасхальной Триадицы наполнило нас Христовым спокоем. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслушай наши молитвы и ученикам, мы верно служили Тебе тут на земле и были годными созерцать Твою хвалу вечности. Ради Христа, Пана нашего. Аминь. Молите się, braty i siostry, как мои вашу оферу принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Ojcze Niebieski, niechaj wzniosутся до Тебе наши молитвы и оферы, как очищенные Твоею лаской, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, прас Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердца. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сопроды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, а особливо в этот час больше урочисто обещали Твою хвалу, коли Христос был оферован, як наша Пасха. И Он перемог грех и смерть, обновил все створение и нам вернул страченное житье. Тому откупленное человечество в общем свете радуется возвращению Христа, а хоры ангелов разом с ущими святыми спевают Тебе хвалы, неоспынно вскликаючи.
Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышине. Сапроди Божа, Ти святий, криниця всілякої святості. Тому прошу Тебя, святи Ты дары Духа Твоего, которые мы стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно вынувший на муки, взял хлеб и потягнутыми складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого всех, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо это есть келих крови моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Возвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твою присягу. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учить нас, промающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про кольцо Твой рассеян по всем свете. Удосконали в любови разом с Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебя, жмилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі Божа Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, того осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво спокой в дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи, и
прыща Збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проще не зважай на грехи наши или на веру костюла Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владаєш на віки вічні. Аминь. Супокой Пане, нехай завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Боже, Баранок Божий, во что это берет на себе грехи света, благословенные покликанные на вечер Его. Аминь. Я не варвар, как Ты пошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа.
Усемогутний вічний Боже, Ти праз мертвих повстання Христа отрадив нас до нового життя. Помножь у нас пел пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлення наше серце, раз Христа Пана нашего. Аминь. Дякую за спільну молитву. Всім доброго вечора. Настрой. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякую, Пане.